Более 5000 школьников в этом году отправятся в увлекательные путешествия по Чувашии. Двухдневные туры для детей финансируются из федерального бюджета в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Насколько востребованы подобные экскурсии и как ребята по-новому раскрывают республику, далее. Чувашия – это космос. Было интересно. Даже Чебоксары мы увидели другими глазами. Оказывается, у нас так много всего интересного. Такие отзывы в адрес Минэкономразвития Республики направляют ребята, которые уже побывали в выездных двухдневных турах. Руководитель ведомства говорит, что путешествия по региону пользуются большим спросом. Макринский мост, Птичий полет, Государева гора, музей купеческого быта. В эти и многие другие достопримечательности прокладывают маршруты для школьников. Дети познают историю и культурное наследие Чувашии. 98% всех родителей остались удовлетворены поездками, 96% выразили готовность также поехать и в 2023 году. В том числе и бюджет республики выделяет дополнительные средства для того, чтобы охватить как можно большее количество учащихся. Так, в 2023 году помимо 5-9 классов у нас будут организованы еще однодневные туры еще для 2000 учащихся 3-4 классов и 1000 учащихся 10-11 классов. От реализации программы развития детского туризма ожидают и экономического эффекта. Так, туроператоры республики получают гарантированные заказы, заполняются гостиницы муниципалитетов. Для школьников в регионе разработали и специальный дневник путешествий. Всего для прохождения туристического маршрута по Чувашской республике представлено 38 объектов. Это музеи, этнокомплексы, природные парки, объекты здравоохранения, промышленные предприятия, аграрные объекты и событийные мероприятия. Одно из событийных мероприятий пройдет уже на этой неделе, это Тихвинская ярмарка. Почти 30 тысяч школьников республики включились в проект уже в июне. А в целом проект планируется охватить 100 тысяч детей. Расскажите, пожалуйста, что вам понравилось больше всего? Мне понравились дома 30-х годов 20 века. Мне очень понравились здесь большие качели. Программа развития детского туризма в республике реализуется успешно, отметил Олег Николаев. Ну а дальше, конечно же, все эти положительные моменты нам надо использовать и в повседневной нашей деятельности, для того, чтобы они приносили эффект. Ну а сами объекты, которые мы создаем с вами в рамках различных национальных проектов, чтобы они служили для различных целей. География детских путешествий по региону продолжит расширяться. Республика претендует и в следующем году получить субсидию на реализацию проекта. Дмитрий Ковалев, Алексей Зотиков и Николай Скворцов. Республика.